Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем нашу беседу о Берельском кургане номер 11. В колоде находились останки мужчины, предположительно 30-40 лет, которому была позже подхоронена женщина. По заключению антропологов, она была старше мужчины. В ходе генетических исследований была выдвинута версия, что они являлись кровными родственниками, сын с матерью, либо брат с сестрой. Головы умерших покоились на деревянной подушке. Вождь имел европеоидно-монголоидный тип облика. У него был парик, при жизни он носил усы и бороду, он был коротко острижен, в затылочной части был оставлен пучок волос, скрученный в жгут косичку, перевитый конским волосом. В теменной части черепа мужчины зафиксирован пролом от удара, обнаружены следы трепанации. Вероятно, вождь, воин, получил травму головы, и чтобы спасти ему жизнь, древние целители сделали операцию. Это, в свою очередь, говорит о высоком искусстве врачевания, которыми владели лекари этого необычного народа. На ребрах и позвонках отмечаются многочисленные сросшиеся переломы, полученные в разные периоды жизни, которые свидетельствуют о боевых подвигах. Богатство и роскошь погребения, стремление сохранить нетленным тело свидетельствует в пользу того, что он занимал верховенствующее положение в обществе. Уникальные находки из кургана номер 11 свидетельствуют о высоком уровне культуры и искусства, а также сложной системе мировоззрения населения Казахского Алтая в рассматриваемую эпоху.